Поступок чеченца из Псидаха, студента Адлана Гиндергуноева. Произошло это, как говорят авторы материала, в апреле 2017 года. Страшная трагедия разыгралась в ночь на 12 апреля в городе Екатеринбурге. Около часа ночи напротив дома номер 36 по улице Куйбышева водитель «Шевроле Круз», выехав на встречную полосу, врезался в «Мерседес». В результате ДТП заживо сгорела 21-летняя пассажирка «Шевроле Круз» Саша Сычугова. Виновник аварии был установлен сразу. Им оказался пьяный офицер полиции Алексей Шемякин. Но совсем скоро на лентах информационных агентств появилось и имя парня из Ингушетии Адлана Гиндергуноева. Он был единственным, кто, невзирая на смертельный риск, бросился в те роковые минуты спасать пострадавших. Все остальные очевидцы трагедии предпочли оставаться в сторонке и с безопасного расстояния снимать происходящее на камеры своих мобильных телефонов. Возвращаясь к событиям той ночи, надо сказать, что на месте аварии Адлан оказался совершенно случайно. Он просто проезжал мимо вместе со своим другом Дмитрием Часовым. Увиденное заставило его действовать быстро и решительно. «Дима кричит, я не знаю, что делать», — рассказывал потом Адлан Гиндергуноев журналистам. «Вызывай пожарных, — говорю, — останавливай машины, проси огнетушителей, чтобы помогали». Достали наш огнетушитель, и я побежал к горящей машине. Пламя было в салоне, не в двигателе, поэтому я понял, что какой-то запас времени еще есть, пока огонь не доберется до топлива. Первым в искореженном салоне «Шевроле» увидел водителя. Тот был в сознании, но выбраться не мог. Минуты 2-3 ушло на то, чтобы открыть заклинившую дверь и отстегнуть ремень безопасности. А на водителе тем временем уже горела куртка. Велел ему закрыть глаза и окатил струю из огнетушителя. Потом я вытащил его и отнес метров на 40-50 от горящего автомобиля. После этого я услышал хлопок. Внутри иномарки что-то взорвалось, и огня стало больше. Когда вернулся, увидел на заднем сиденье девушку. На мои крики она никак не реагировала. Попытался ее вытащить, но вскоре понял, что ноги у нее зажаты. Пытался ей помочь до последнего, но в одиночку я не смог ее спасти. Если бы люди пришли на помощь, навалились впятером, вдесятером, может быть, нам удалось бы разжать ловушку, в которой оказались ее ноги, и вытащить девушку. Толпа была большая, но толку было мало. Многие снимали происходящее на телефон и никак не помогали. От машины меня оттащил Дима. Испугался, что я тоже погибну в огне. А потом раздался второй хлопок, и автомобиль загорелся еще сильнее. Я отдышался и снова стал тушить пламя, до последнего надеясь, что девушка еще жива, и ее можно спасти. Останавливал проезжающие мимо машины, показывал водителям удостоверение добровольного пожарного и просил огнетушители. Кто-то давал, а кто-то нет. Их 17 штук потом насчитали. Половина не сработала. Так я пытался делать что-то полезное до самого приезда пожарных. Действия Адлана Гиндергуноева в ту памятную для него ночь получили высокую оценку. Министр МЧС России Владимир Пучков подписал приказ о его награждении медалью за отвагу на пожаре. Эта награда в торжественной обстановке вручена екатеринбургскому студенту 27 октября. Весь личный состав Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России выстроился на плацу, чтобы отдать дань уважения геройскому поступку этого парня.